Это взорвало весь интернет. Споры не утихают. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация буквально взбесила каждого. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Священнослужитель из Кыргызстана объяснил рост цен на мясо короткими платьями, которые носят женщины. По словам Садыбакаса Даалова, из-за того, что девушки носят открытую одежду, мясо женщины, именно так он выразился, теперь стоит дешевле мяса на базаре. Садыбакас Даалов, бывший член Совета улемов Кыргызстана и экс-ректор Исламского университета. Когда мясо дорожает, знаете, когда в регионе, где вы проживаете, тело женщины начинает дешеветь, женское мясо дешевеет, когда она начинает показывать свое тело, бедро у нее открыто, как большой палец на руке, из-за того, что им не говорят. Постеснялась бы, какая ты бессовестная, прикройся, ты чья дочка? Мясо женщины подешевело, а из-за того, что мясо женщины подешевело, подорожала баранина на базаре, сказал Даалов. После публикации видео пользователи соцсетей возмутились, но, несмотря на критику, автор высказывания извиняться не стал. Садыбакас Даалов не считает, что сказал что-то неправильное. Правда, глаза колет. Не надо на правду обижаться, вы переживаете про подорожание мяса, но вашу честь не задевает то, что ваши матери, дочки и жены ходят в открытой одежде, говорит Садыбакас Даалов. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Проповедника поддерживает активист Азат Аманов. Он считает, что Даалов говорит правильные вещи. Вся проблема в формулировках, которые выбрал имам. На самом деле, если посмотреть на видео, то он имел в виду многие совокупные факторы. Честь женщин, доступ к их телу, проституцию, сексуализацию их тела в маркетинговых целях, говорит Аманов. Указывает женщинам на то, как они должны одеваться, нарушение прав человека, отмечает активистка Умай Арыкова. Особенно после того, как власти Кыргызстана предложили ограничить некоторые права кыргызстанок на фоне громких случаев насилия в отношении женщин. На канал Даалова подписано 190 тысяч, у него 10-50 тысяч просмотров. Мы можем понять, какая массированная идет атака на базовые ценности права женщин. Мы не знаем, как это воспримут другие люди. Может, какой-то человек, может, это воспринят как руководство к действию и начнет нападать на женщин, оскорблять их и еще и избивать. То есть идет целенаправленная агрессивная пропаганда против женщин, отмечает активистка. Умай Арыкова и ее сторонницы написали заявление на Садыбакаса Даалова в Генпрокуратуру и Госкомитет нацбезопасности. Скандальное заявление проповедника проверили и в Духовном управлении мусульман. Там выступление Даалова оценивали по 3 критериям, и в результате муфтият пришел к заключению, что он не нарушил шариат, не вмешивался в политику и не оскорбил чье-либо достоинство. Объясните, пожалуйста, называть женщину мясом – это не оскорбление достоинства? Согласно информации на сайте Духовного управления мусульман, Садыбакас Даалов в 2021 году был членом Совета Аалыма. В 2020 году тогдашний муфтий Максат Тактамушев вручил ему ведомственную награду – орден Айкол. Как вы считаете, достоин ли он такой награды, если он позволяет себе так высказываться? Даже если он имел в виду что-то действительно праведное и просто хотел обратить внимание на сексуализацию женщин, то можно это сказать нормально, а не называть женщину мясом. Это в 21 веке, когда свои мысли можно выражать различными способами. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь к таким священнослужителям и проповедникам. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!